Фермер Владимир Егоров, как кукуруза в эпоху Хрущева, считается звездой полей в селе Титебе Хангаласского района, что в 80 километрах от Якутска. Его знают все. Еще в 90-х он взял в аренду 2 гектара земли у местного совхоза и с тех пор стал усиленно заниматься фермерством. За более чем 10-летний стаж работы на поле он прокормил не только свою семью, но и весь район. Возможно, и вы когда-то уже покупали его картошку. Ежегодно Владимир Владимирович набирает на сезонную работу по 2-3 безработных из своего села. И третий год подряд договаривается с сельскохозяйственными академиями и колледжем о приеме на практику вновь поступивших студентов. За сезон практику у него проходит по 10-15 человек. Колледжтан бупут, оны бес ол эме ол үсө батылдан баттара. Үйрен кадан бар биттара, үсө батылдан лире битте. Хонуга жаапыттен үйреллере. У его работников есть непреложенное правило – подъем в 8 утра, завтрак и на поле. Несколько ребят остаются в небольшой избушке, чтобы следить за хозяйством. Сегодня главным по кухне был 17-летний Паша Константинов из Ивено-Бутантайского района. Он приготовил жаркое из свежей картошки и куриное филе. Аромат в избушке стоял такой, что слюнки текли. Практика когда ханерери? На, то есть летена устроила кола. Тон, кам порта техника была, а еще была. Я улем там бара хаигди. Толорот, мрам. Отдох кинекора, это вот гитара ловит, это надо ловить. Во дворе избушки, где живут молодые помощники, разместилось новое овощехранилище. В прошлом году старая овощебаза сгорела, и фермер был вынужден построить новое. Хорошо, что тогда деньгами помогла администрация наслега. В одиночку Владимир Владимирович не осилил бы. Стоимость нового хранилища на 250 тонн обошлась ему в 4 миллиона рублей. Построено оно на славу. Соблюдены требования новых технологий, установлен климат-контроль, система автоматической вентиляции. Идею строительства Владимир Егоров перенял у вологодских колхозников. Тем временем ребята уже приступили к сортировке картошки. Каждый мешок сортируется по-своему. Мешок с крупной картошкой идет на продажу, а с мелкой остается для будущего посева. Большим помощником является сортировочный комбайн, который калибрует картофель и очищает ее от грязи. Раньше без этой чудо-техники урожай складывали в мешки вручную, и работа могла занять не 2 и даже не 3 недели. Ведь за 12 лет хозяйство Владимира Владимировича расширилось до 22 гектаров. Сортировочная машина справляется с работой гораздо быстрее, и весь урожай можно собрать и отсортировать за 10 дней. За год фермер собирает в среднем 100 тонн картофеля и еще несколько десятков тонн моркови и свеклы. Урожайность юниты была она тут султан тутулукта, да, сula хадах болары да гуду юниятами гуду курам была юнят, то вот эти бахаирча ардахтахм была хара улатар ин хара хара улана рин была, тянук арахна тяхлтан бузулукта. То скали не демба паускайга, он на чуна на туттарау. Еда была система, он на туттарау, он на бо блин было бо самарта жана тух заготовитель хаята бар болла, он на туттарах позбу. Проконтролировав работу ребят, отвечающих за сортировку картошки, наш герой садится за трактор, и мы едем с ним на поле. Правда, назвать поле картофельным мы бы с первого взгляда не решились. Территория как ковром услана желтыми цветами. Не Якутия, а Прованс. Выйдя из трактора, Владимир Владимирович отшутился, что сам был в некотором шоке, когда однажды вернулся с охоты и увидел это желтое поле цветов. Соседи проезжают и подтрунивают над фермером, мол, в этом году Егоров цветы решил посадить за место картошки. Но как бы там ни было, эта сорт трава урожаю не помеха. Она прорастает ближе к осени, когда картофель уже пора собирать. Из окна комбайна на нас поглядывал старший сын фермера Яков, немногословный и молчаливый, как отец. Рассказывать о себе молодой фермер не стал, сославшись на обилие работы, да и некогда ему интервью давать, когда на носу сбор урожая. Свое будущее, как рассказал нам его отец, Яков собирается связать с семейным делом.
Несколько лет назад он окончил сельскохозяйственную академию, отучившись на охотоведа, но, как говорится, родная земля позвала. Владимир Егоров надеется, что преемник у него вырос трудолюбивый. Главное, чтобы поддержка была от государства, поскольку без нее все же справляться сложно. Ол көмөлөрө ден ол улахан көмө болбадак. Би тракторлар, ондан ол трактор сор оборудованиета культиватора албак болду. Көмө бехат нады. Көмөтө кадакта хайды бакан. Шуе көмөтө ден ол тох гектара тох качы берелер. Саскы бисемной төһөнү мандык отчеттабыкынан төһөнү юнер бикене юнерен дебкен ол штат отчетунан качы көрөн берелер. Субсидия. Ол субсидиян тухата ден хелакар хаскулага хамат тухата ол онна келер. Кем болар? Ага, кеме онна келер кинена. Бягар занимайсыгынар нордук. Бен төһөнү тугу юнербекен оны атылан качыланар болланды. Онан бягар интересованный бол. Онан крестьянны реме кухана хох барта бар болла шуе. Через 4 года Владимир Владимирович мечтает уйти на заслуженный отдых, передав то, что нажил непосильным трудом, сыну. В планах заняться пастбищем, где у него содержится 70 голов лошадей. Каждую зиму он работает там, хотя коневодство воспринимает больше как отдых по сравнению с работой на поле. Когда-то пытался содержать и коров, но жена не позволила. Учительница начальных классов хатоном пахнуть не должна, смеется Владимир. Пришлось отказаться. Но сливки и молоко глубоко запали в душу, так что без ежедневной утренней порции якутского национального молочного блюда кюэрчах наш фермер уже жить не может. Так что поддерживает своих земляков-скотоводов, покупая молочную продукцию в магазине. Кто-то решит, что клочок земли не стоит вложения труда. Но Владимир Егоров тоже начинал с малого и сумел за эти годы увеличить свои владения в 10 раз. Теперь о хозяйстве Дабан знает весь хангаласский улус. Он доказал в первую очередь себе, что поговорка «какие труды, такие плоды» истинна. К слову, Дабан с якутского переводится как «подъем в гору». Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.